Между тем, на днях в Ленске стартовала навигация, и в ее ритмичный ход сразу включились все предприятия «Алроса» на Ленской площадке. Управление материально-технического снабжения подготовило места для хранения и складирования товаров, а перевозчики Ленские автобазы – необходимую технику. В каком режиме готово работать Ленское автотранспортное предприятие, расскажет Сергей Евсюков. Навигация напряженная, но традиционная пора для всех ее участников. Поэтому подготовка сил и средств предприятия для работ в речном порту выполнена в плановом режиме. Произведен ремонт автомобилей, определен штат водителей. Произведен ремонт продолжается, конечно, много машин еще в ремонте, но к навигации мы готовы. Водительский состав тоже готов. В принципе, план по речпорту у нас из года в год в последнее время не меняется. На навигацию 2016 года в речпорту мы отработаем по плану 13 700 часов. Эти показатели сравнимы с прошлогодними. Никаких особых изменений. Работа в 2 смены, в среднем по 4 автомобиля на причале. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, когда для перевозки потребуется большее количество автомобилей, автобаза готова оперативно решить этот вопрос. Главное – своевременная информация от речного порта. Так же, как и в прошлую навигацию, будет организована перевозка клинкера, материала, необходимого для производства цемента. Для этой цели закуплены новые самосвалы, но пока они в дороге, на трассе до Мирного вновь стартует эстафета из 16 специально оборудованных автомобилей. Придется нам возить так же, как и в том году, автомобилями полуприцепами обычными, бортовыми, которые вот стоят, вот такими же, которые у нас в том году были переоборудованы под перевозку такого вида груза. Водители к перевозкам клинкера навалом и приему других грузов в речпорту готовы. Для них это привычная работа. Проходим медика и с машины выезжаем на речпорт. Там уже нас распределяют кто куда. Там первая стенка, вторая стенка по-разному. Ну, в принципе, работа несложная. Сейчас начальный период навигации, когда на рейде достаточно много судов, в порту будет нелегко. Пока большая вода, работы не впроворот. Наученные горьким опытом прошлых периодов, основной объем переработки грузов работники Алмаздортранса постараются выполнить именно в это время.